Здравствуйте, вы в футбольном клубе, я Василий Уткин. На канале НТВ еженедельная информационная передача о футболе. Еженедельная передача «Футбольный клуб» называется «В последний раз». Со следующей недели, со следующего понедельника мы начинаем выходить в эфир дважды в неделю. Извините за обилие слова «неделя». Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 217-5421. Звоните нам, спрашивайте нас. А футбольный клуб начинается сегодня с главного события прошедших дней. Отборочного матча чемпионата Европы сборной России на Фарерах. Репортаж наших специальных корреспондентов Ивана Москаленко и Максима Стыченкова. Добраться до Фарерских островов из России очень непросто. Маленький местный аэропорт с единственной взлетно-посадочной полосой не способен к приему гигантских авиалайнеров. Поэтому сборной России пришлось совершить в Копенгагене пересадку на небольшой самолет местной авиакомпании. Вот мне, например, интересно посмотреть, что это за острова. Я был в Исландии, в Гренландии, в Дании, в Англии. И хотелось бы посмотреть, что такое Фарерские острова. На Фареры сборная России прибыла в понедельник вечером. После 1,5 часов пути на автобусе и пароме с одного острова на другой команда разместилась в лучшей гостинице Торсхавна. Отель «Фильяр» расположен на отшибе вдали от города. До приезда россиян он фактически пустовал. Большую часть времени перед игрой футболисты проведут здесь. У них не будет возможности как следует полюбоваться ландшафтами. Впервые оказавшись на Фарерах, трудно не почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов. Здесь от всего веет сказочностью. Обитающие тут потомки древних викингов ведут борьбу с природой за каждый клочок плодородной земли. Жизнь на Фарерах возможна только в низинах около воды. А большая часть территории – это поросшие мхом скалы, на многие из которых не ступала нога человека. Фарерцы ловят рыбу и выращивают овец. И так они живут уже 1000 лет. Внешняя политика мало волнует местных жителей. У них слишком много своих проблем, чтобы интересоваться чужим. Фарерская экономика переживает кризис. 70% островитян либо ловят рыбу, либо перерабатывают пойманную. Но в последнее время рыба все реже попадается в фарерские сети. Непосильную конкуренцию составляют местным рыбакам российские мореходы. Кстати говоря, частые гости в Торсхавне. Многие молодые фарерцы, включая и представителей интеллектуальных профессий, вынуждены покидать родину и отправляться на поиски работы в Данию и другие скандинавские страны. К тому же здесь нет высших учебных заведений, только школы. Поэтому университетское образование фарерцы получают за границей. Внешне островитяне стараются произвести впечатление спокойных, довольных своей судьбой людей. Но часто это не соответствует истине. Жизнь на островах чуть ли не самая дорогая в мире. Из имеющихся в цивилизованном мире массовых развлечений фарерцам более-менее доступен лишь спорт. Если бы не спорт, жить здесь было бы совсем скучно. Футбол играют практически все. Причем не просто гоняют мяч после тяжелого рабочего дня, а участвуют в розыгрыше национального чемпионата. Если не в первом, так во втором дивизионе. Не во взрослой лиге, так в детской. Если брать количество полей, которые мы увидели, как следовали из аэропорта в гостиницу и сейчас сюда, то я думаю, что на душу населения на Фарерах лучшие условия, чем в России. Накануне игры команды опробовали поле стадиона Свангаскара в местечке Тафтир. Это чудо архитектуры было построено 4 года назад всего за несколько месяцев. Здесь, на единственном травяном поле в стране, проводятся только самые важные встречи на уровне сборных и Еврокубки. Первыми на тренировку вышли фарерцы, которые собрались вместе лишь за 2 дня до игры. Футболисты сборной – национальное достояние фарерской нации, и им положены льготы. 3 дня перед игрой они имеют право не выходить на работу. Фарерцы скорее дурачились, чем проводили занятия, давая понять, что предстоящая игра для них не больше, чем игра. Россияне появились на стадионе ровно за сутки до игры. Настроение в команде было приподнятым. Видимо, на игроков произвели впечатление те условия, в которых предстояло играть матч чемпионата Европы. Никто не пытался скрыть улыбку. Лишь Олег Романцев был серьезен. На следующий день фарерское население устремилось на стадион. Российской команде был выделен местный рейсовый автобус. За 1,5 часа до игры она была на месте. Ситуация в нашей группе сложилась таким образом, что победа над фарерами практически уводила россиян-финалисты чемпионата Европы. С турнирной точки зрения осечка допускалась, но нельзя было забывать и о престиже. При любом судействе, при любой погоде, на любом поле сборная России обязана побеждать такого соперника. Но футболисты, похоже, определили исход игры еще до ее начала. И даже когда хозяева на первых же секундах проникли в нашу штрафную и побаловали зрителей ударом через себя, общий настрой не изменился. Состав сборной России не удивил. Карпина не отпустил Реал Сосьедад, поэтому Кончельский справа был один, а в центре играл Шалимов. Без него с Мостовым обходилась редкая наша атака. Одну из таких редких атак начал Анопко, отдавший длинный пас на ход Колыванову.
Тот в противоборстве с защитником упал. Судья определил нарушение. Штатного пенальтиста у нашей команды пока еще нет. Вызвался бить мостовой. 1-0. Порерцы отыгрались уже через 3 минуты. Цимбаларь произвел рывок Хеннинга Ярнскура по своему флангу, а Нопка и Никифоров оказались не готовы его подстраховать. Первый удар по тем, кто предвкушал легкую победу. Казалось, что равенство ненадолго, и россияне совсем скоро вновь поведут в счете. Но ни на опасный прострел Колыванова, ни Радченко, ни Цимбаларь не успели. А больше ничего серьезного наши создать не смогли. Порерцы очень грамотно оборонялись, а наши, увы, атаковали однообразно. 1-1, и команда уходит на перерыв. Уже неожиданность. А в начале второго тайма она усугубилась. Но сперва мог забить самый активный среди россиян Колыванов. На добивание спешил мостовой, но Кнутсон не оставил нашему полузащитнику ни малейшего шанса. И тут же дала о себе знать основная проблема сборной России – оборона. Кульков не смог выполнить элементарный прием в центре поля. Мяч тут же был выкраден и отправлен к нашим воротам. Грустно об этом говорить, но вот так, одним пасом, была отрезана вся российская защита. Никифоров скорее изображал погоню за Тодди Йонсеном. А может быть, он просто не хотел лишать радости болельщиков команды с экзотических островов? Как бы то ни было, а россияне уже проигрывали. Им явно не хотелось становиться посмешищем всей Европы. Весьма кстати оказалась замена инертного Радченко на Кирейкова. Вот таких ударов не хватало нашим в первом тайме. 2-2. После этого россиян прорвало. Трудяга Колыванов обязательно должен был забить. Получив пас от мостового, Игорь взял игру на себя. Словно говоря партнерам: не можете забить с моих передач, сделаю это сам. 3-2. Колыванов и Кирейков понимают друг друга с полуслова еще со своих динамовских времен. Игорь прекрасно играет головой, а Сергей атакует. Но голу помешали Кнутсон и штанга. Физические кондиции команды хозяев, увы, далеки от идеальных. Порерцы понимают, что никакой сенсации не произойдет, а россиянам остается только дожать соперников. Бесчастный попадает в перекладину. Колыванов отошел уже к центральному кругу. Он отдает Ковтуну и просит мяч назад. Но московский «Динамо» нового поколения пасует в центр мостовому. Именно он возвращает мяч Колыванову, уходящему в свой любимый отрыв в штрафную. Дальше дело техники. Цимбаларь бьет против движения вратаря. 4-2. И только теперь наш тренерский штаб может успокоиться. Но это был еще не итог. Появившиеся во втором тайме Мамедов и Бесчастных заставили ошибиться Кнутсона, а Шалимов оказался расторопнее сразу двоих защитников. 5-2. Крупная победа, обозначившая, однако, немало проблем в сборной России. Немножечко мы, так сказать, опустились на землю после легких побед. И теперь, наверное, ребята понимают, что в каждой игре нужно с самого начала играть в полную силу. Качество поля было, конечно, очень плохим, плюс совсем маленьким, что тоже очень специфично. Поэтому, то есть, в такую широкую игру с ними там тяжело было играть. Мы показали, продемонстрировали характер, потому что, играя на таком поле при ветре против команды, я скажу, против которой очень сложно играть. Самое главное, эта игра дала 3 очка, которая еще нас приблизила к чемпионату Европы. Это главное.